Так, ассаламу алейкум. Приветствую вас, друзья. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 12 апреля 2022 года, 18:00, 18:01 по Берлину и 18:0 и 19:01 по Джахару соответственно. Приветствую вас, друзья. Так, everyday, Ичкерия даст Аллах не будет, но будет шариатская Россия, иншаллах. Everyday, ты просто, ну ты понял, да? Много я видел клинических идиотов, но ты один из самых таких вперед идущих. Так, Ичкерия не будет, то мечтайте, мечтайте. Я хочу наш паспорт, как его получить? Фрая Рокки. Я не знаю, как его можно получить. Раньше можно было его получить, купить на сайте Чечен Пресс. А сейчас я не знаю, как его можно приобрести. Исаак Шмуляч, только вперед, только к свободе. Сегодня будет нам тяжело, но завтра нас будут благодарить наши потомки. Дай-то Бог, если мы тоже будем живы. Джагар. Да, абсолютно согласен, Исаак, да, Аллах. Все будет Ичкерия, да, Аллах. Так, друзья, вас еще раз приветствую. Неуловимый Джо, алейкум ассалам, Джо, Саха Крым, мудрое слово. Так, мой президент Джахар Дудаев, слава воинам Ичкерии, Тамерлан, героям слава, Нью Горизонт, ассалам алейкум, ассалам, Нью Горизонт. Ассалам алейкум, Масак Саламаш. До свидания, ночи. Рад всех видеть. Звук бы погромче. Да, отличный звук, ребят. Вы некоторые или у себя там не настраиваете, я потом просто вы мне говорите. Бывает, звук отличается. Отличный звук у меня показывает тоже очень хорошо все. И потом я слушаю, все хорошо. Причем, знаете, кто говорит звук плохой? Это люди с новыми никами. Не люди, которые раньше вот здесь не отмечались. И вообще 2-3 года, уже больше 3 лет, у нас есть уже определенные знакомые все, которые пишут комментарии. И больше мы тоже про них ничего не знаем. Такие тоже есть. Так, ассалам алейкум. Асна Ичкерия смотрит. Ва алейкум ассалам, Тамилан. Так, Саха Крым, ассалам, Цезарь Кавалли. Так, звук сегодня лучше. С телефона, когда смотришь, звук не очень. Звук отличный, я у себя звук уменьшил. О, New Horizons, супер, звук DQ, отлично. Я действительно первый раз у вас на стриме. Киев на связи, приветствую, Киев. Звук даже слышен казахской степи, говорит Асколи. Асколи, как всегда, на месте. Так, приветствую всех, Асколи и у вас в частности. Так, Мара даст Аслан. Мара даст еще у нас 2 часа. Еще 2 часа. Поэтому я проведу с вами эти 2 часа, ну почти 2 часа. Асколи Машвойло, брат. Так. Все будет. Ичкерия, призрак Украины. Дай Бог. Я первый раз тут. Расскажите коротко о себе. Коротко вы можете ознакомиться у меня на канале. Слава Украине, Ичкерии, Дмитрий Дахнов. Героям слава. Шульдама. Ассалам алейкум, свободные ичкерийцы. Ва алейкум ассалам, Шульдамак. Машволь. Так, как стало известно только что, в Нью-Йорке в метро неизвестный пытался взорвать бомбу и расстрелял людей. 5 убито, по крайней мере, на этот момент. Еще десятки ранено. То есть совершено террористическое нападение на Нью-Йорк, на Соединенные Штаты. Конечно же, я абсолютно как человек, который давно в теме, я нисколько не сомневаюсь, что за этим можно найти длинные уши ФСБ, лично уши Путина там найти можно будет, и с Патрушевым.
Ну, пока вот такая вот ситуация, вот пока такие новости сообщаются. Также стало известно, что в Мариуполе русские фашисты применили зарин, это химическое оружие, по предварительным данным это зарин. Ну вот пока вот так, пока вот так. Короче говоря, ситуация все сильнее и сильнее накручивается. Путин отступать не собирается. Пока ему по роже не дадут, он отступать не будет. Будет посылать все новые и новые войска. Ну, посмотрим. Посмотрим. Давайте я пока почитаю ваши комментарии, а потом посмотрим. Высказываю мнение. Когда будет Ичкерия, не будет ли ваххабизма, как в прошлый раз? Не понимаю, о чем ты. Можешь сформулировать свой вопрос? Смотрел ваши беседы в чат рулетки с россиянами. Ваш уровень интеллекта и беседы восхищает. DPXX. Дуже дякую. Гады активизировались, New Горизонт. Да, наш канал снова подвергается. Я уже не могу писать комментарии у себя на канале. Мне некоторые тут писали комментарии, я пытался им что-то ответить, просто не получается. Очень терроризирует нас, терроризирует. Ну ничего, это, конечно, мешает нам доносить правду, но наша задача не набрать много подписчиков, не стать самыми известными и богатыми блогерами и так далее. Наша задача, чтобы нарративы фашистской пропаганды, их мы нарушали, и те люди, которые нас увидят, а нас смотрят тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей, они понимают и просто складывают мозаику из той пропаганды, которую нам русские пытаются навязать. И благодаря этому, и мы это делаем вместе, кстати говоря, обсуждая, проводя совместные зум-стримы, там, вы пишите комментарии, я их читаю, отвечаю, спорю, возражаю, дополняю, как-то мы разговариваем. И в этом плане у нас получается побороть эту пропаганду, фашистскую пропаганду. И это нам удается, слава Богу, слава Богу. Нужные люди нас смотрят, особенно когда какой-то особый нарратив, который нам нужно в срочном порядке его разбить, мы его целенаправленно вырезаем, отдельно делаем куски, там пишем об этом, распространяем, и почти всегда нам удается привлечь необходимое внимание необходимых нужных людей к конкретной проблеме. Поэтому я думаю, несмотря на то, что они нам всячески мешают, все равно свою работу мы делаем. Именно поэтому наш канал, и этот канал реалити, и канал Аслана Арцуева запрещены Роскомпозором на территории фашистской России. Отдельно запрещаются даже, вот последняя была запрещена песня Дадашевой Джахар Дудаев на чеченском языке, где она говорит, что парни, мужчины продолжат твой путь и завершат дело Джахара Дудаева. И это кошмарный сон для русских фашистов, потому что мы их будем привлекать к уголовной ответственности за все эти преступления, которые они совершили против чеченского народа и государства. Да, мула. Поэтому будем всячески разоблачать и работать. Ну, что бы они ни делали, достаточно даже нашего канала, чтобы мы могли донести информацию до нужных нам потребителей. Конечно, пропаганда есть, работает, но в мире ситуация изменилась, как мы знаем, очень сильно изменилась. Мы об этом говорим много-много, долго-долго об этом говорили, говорим. Ну вот, наконец-то, теперь мы не маргиналы, как нас пытались все время представить, теперь мы уже в тренде получаемся. И мы говорили, русские фашисты, Россия страна-террорист, Путин террорист-убийца, много лет об этом говорили. Нам пытались навязать Кадырова, повестку Кадыров, что вот Кадыров главный враг, как сейчас это происходит в Украине. Несмотря на это, нам удалось все-таки с Божьей помощью удалось, что теперь весь мир говорит то, о чем говорим мы.
Слава Украине и Ичкерии. Так, давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Вы много пишете комментариев, и это очень хорошо. Я буду сегодня читать ваши комментарии и покажу вам немножко Федорова. Планировал вам сегодня депутата Федорова вам показать. Так, давайте почитаю комментарии. Слава Украине, слава Ичкерии, Карим Исламу, героям слава. Ассаламу алейкум, Аслам. Вы замечаете, что несет эта мразь Евгений Киселев? Его риторика не изменилась со времен, когда он работал на рашистских каналах. Кадыровцев он называет чеченскими боевиками. Ва алейкум ассалам. ГТ. Евгений Киселев, этот человек, пропагандист. Я не знаю, для чего украинцы поддерживают вот этих Киселевых, там разных Гудковых, там и других, третьих, десятых. Постоянно о них говорят, их показывают. Я не знаю, с какой целью украинцы это делают, почему это позволяется делать. Не знаю я, не знаю. Мне стоило немножко поговорить о Киселеве, как он сразу пригласил Закаева, и с таким пренебрежением он говорил с этим Закаевым, что было просто противно на это смотреть. Ну, Закаев, как обычно, быстренько пошел, быстренько там отчитался. Показал, что все, чеченцы поддерживают Киселева, дают же ему интервью. Нет, это Закаев поддерживает Киселева, а Арцуев Аслан его не поддерживает. И много кого не поддерживает, кого нам пытаются навязать. Высказываю свое мнение. Ваххабизм, ИГИЛ, Талибан и так далее, каратисты от русского мира и союзники русского мира. Фрея Маршоэль. Так, добрый вечер всем, Фрея, Маршоэль, Фрея, героям слава, Делия Маршал Пури. Киселев скоро подавит своей же кислотностью. Так, Россия это империя зла, это подавление всех прав, попрание самого главного права, право на жизнь. Россия это мракобесие. Абсолютно, Крупер. Так, именно так. God bless America. Да. Так, Армок Шмекш, надеюсь, у вас все хорошо. Да, все хорошо, Фрей, надеюсь, у тебя тоже. Здравствуйте, Аслан. Привет из Харькова. Что там, Суркова? Прижали свои же? Михаил Мансуров. Да, здравствуйте, Михаил, приветствую. Харьков. Надеюсь, у вас все хорошо в Харькове. Держитесь, Михаил. Да, я об этом тоже давно говорил, что чистки в кругах, вокруг путинских кругов, они должны начаться. И самое интересное, вот у меня был сейчас предыдущий, тут буквально полчаса назад, может быть, чуть больше назад, стрим в ТикТоке, я об этом тоже говорил, как латентные чеченофобы Пиентковский и Цымбалюк рассказывали нам о том, что Сурков фактически внедрен чеченским сопротивлением для того, чтобы внедриться, показав лояльность, внедриться там и так далее, в Кремль, в Россию, и тем самым взрастив украинцев, победить Россию. Конечно, это такая хорошая оценка на самом деле, хоть это она, конечно, натянута, выдумана, и говорит в Пиентковском, это его латентное чеченофобство, но при всем при этом, конечно же, приятно, что мы, чеченцы, вот такие идейные и преданные. Хотя именно таким был Джохар Дудаев. Он с 3 лет, когда был в землянке в Казахстане, высланы, они умирали от холода, и они развели костер. Его отец, они развели костер, и он, 3-летний Джохар, сидел у этого костра, грелся. Зашел русский солдат и сказал потушить, короче. Они сказали, ну дети умрут, замерзнем ведь, погибнем. Он сказал, не положено. И ногой, короче, землей потушил этот огонь. И Джохар с тех пор помнит русского солдата, и он пошел служить для того, чтобы вывести чеченский народ из-под гнета и оккупации вот фашистской России. Но я не могу сказать то же самое о Суркове, хотя фамилия у него тоже Дудаев, как у Джохара. Суркова, как известно, зовут Асланбек Дудаев. Но его папа
тоже военные. Ну, я бы хотел бы, если честно, чтобы Пиантковский оказался прав. Если честно. Это было бы колоссально. Но сейчас, конечно, сейчас, если Сурков наш Дудаев, то это плохо, что сейчас он сидит, и мы о нем говорим, они услышат, будут его пытать, там еще что-то, третье, десятое. Я не верю, что Сурков является нашим человеком, но это было бы очень круто, если бы он оказался нашим. И что бы русские не делали, все равно находятся люди, которые даже одиночки, которые могут нанести такой колоссальный вред фашистской России. Так что вот так вот. Посмотрим, что там Сурков. Ну, мне кажется, это просто банальное там воровство денег, выделялись деньги и так далее. Где-то ошибся, где-то там возомнил себя великим стратегом Сурков и прокололся. Может быть, это так. Хватит нам ваххабитов, халифатчиков, шариатчиков, всех этих рекламщиков, каждый лично это все. Атакует канал, это видно, значит на правильном пути. Ричард Рамзай. Подальше от пути Ахмата. Да? Не только пути Ахмата. Путь Ахмата это так, навязанный нам нарратив. Мы идем подальше от фашистской России. Не надо путь Ахмада Кадыра. Путь Ахмада Кадыра это путь предателя, который предал и перешел на сторону той же фашистской России. Поэтому нам навязывают этот нарратив, мы не должны его подхватывать. И мы так разделимся, потому что очень много людей уже в рядах кадыровцев, все последние 20 лет, все учителя, школа, институт, везде Кадыров, Мудыров там и так далее, и так далее. Поэтому мы должны очиститься от этой скверны, от этой грязи, четко разделив тот, кто является подрусским, а ведь есть не только люди, которые на пути Ахмата Кадырова, да, а есть ведь еще те, которые не являются на пути Ахмада, но являются за русскими, подрусскими. Вот как надо их разделять. Поэтому нужно разделять. Есть подрусские и чеченцы. Все. Подрусские есть подрусские. Он может быть военнослужащий, он может быть ФСБ, он может быть кадыровец, росгвардеец. Ведь когда они ненавидят друг друга, да, тот же Абти Алаудинов, например, который там Ибрашка Аргуновский, вот этот бывший мэр, которого они убили, они все ненавидели Кадырова, да, Ислам Кадыров, который курировал блогера Тумсу Абдурахманова и финансировали их, и мы все это знаем. Вот эти люди, они ненавидят Кадырова, очень сильно ненавидят Кадырова. Но при всем при этом они и за Россию. Причем они за Россию, называя кадыровцев боевиками, которые вчера сдались. И это правда, некоторые из них реально были вчерашними ополченцами, сражавшимися против России, но потом они перешли на сторону русских там, и так далее, амнистировавшиеся под гарантией Кадырова Ахмада. А есть завгаевские, гантемировские, хаджиевские, там, автурхановские, вот, которые никогда не были против России. Это, я их называю кристальные блохи, кристальные вши. А это запятнанные, да, вши с русского ватника. А это кристально чистые русские вши. Поэтому нам нужно делить не так, что вот кадыровцы, а вот эти потом враги кадыровцев, которые за русских. Нет, мы должны отделиться от России. Все, что связано с Россией, с русским миром, должно остаться в России и в русском мире. На чеченской земле этого не должно быть ничего. И что это должно быть четкое разделение, чтобы люди понимали. А нам сейчас преподносят, например, человек, который преподает в школе, например, какой-нибудь учитель, который вынужден там вешать какой-нибудь, он кадыровец, он ходит на митинги, он там поднимает итоги. Да, он совершает сегодня преступление, но если он этого не совершит, он будет или подвергнут репрессиям. Это я такой лайтс вариант говорю. Я говорю тех, кто не носит оружие. Все, кто носит оружие, они автоматически подвергаются
люстрации и никогда не будут иметь права занимать никакую государственную должность. И вплоть до лишения гражданства, если они не совершали каких-либо более тяжких преступлений против чеченского народа и государства. И нам рассказывают, что вот путь Ахмада Кадырова. А есть другие, которые ругают Кадырова, но они всей душой за Россию. Вот кто из них является больше врагом для чеченского государства? То я, например, в Катарюште, в нашем населенном пункте, знаю людей, которые ненавидят Кадырова, но всей душой, всю свою жизнь служили России. Многие об этом не знают, но вот я вот узнал эту информацию и знаю. Но они всегда ругают Кадырова, ненавидят Кадырова. Кто они такие? Вот такие вот вещи нужно будет нам выяснять. Это очень сложный вопрос, аккуратно, который мы должны будем решить. Делмула, мы это решим. Підтримка, Герман Круковский. Дуже дякую, Герман. Киселев назвал чеченскими боевиками бойцов чеченского сопротивления. Когда он работал в РАШ, когда он называет так кадыровцев, ставит знак равенства между. Ну ничего удивительного, если так называемый премьер-министр, ему дает интервью, ему это рассказывают. Ничего удивительного. Аслан, не только ты подвергаешься атаке. Держи силы терпения тебе и всем борцам за свободу. Дуже дякую, Фрея. Так, кто будет президентом Ичкерии? Какие люди будут в правительстве? Как вы собираетесь жить без России? Мы собираемся жить очень хорошо без России. Так, есть информация, сколько кадыровцев погибло? Точная информация, конечно, вам никто не даст, Владимир Мельников. И еще вот я как раз только что говорил, кадыровцы там и не кадыровцы, ну, которые под-русски. И кроме кадыровцев, есть еще военнослужащие российской армии, чеченской национальности, которые тоже туда приезжают. Сейчас просто в целом их называют кадыровцами. Я бы вообще не выделял бы. Вот когда у нас была война, например, самый известный человек во Второй русско-чеченской войне, преступник, кровавый преступник, насильник, некрофил, убийца, это Юрий Буданов. Человек, уроженец Донбасса, гражданин Украины бывший. Много украинцев воевало против нас. СБУ, как вы знаете, возглавлял человек России. А потом с бегством Януковича сбежал. Янукович тоже из этой же оперы. И так далее, и так далее, и так далее. Против нас воевали грузины, осетины, дагестанцы. Самое большое количество сейчас наемников на территории вот той самой 58-й армии, которую вчера буквально украинское славное воинство уничтожило часть из этих убийц и оккупантов, служат дагестанцы. Те самые дагестанцы, за которых мы пошли защищать и гибли, защищая Дагестан. Вот эта вторая война, чтобы спасти женщин, детей и стариков, погибли. Самое большое контрактников из Северо-Кавказской республики это Дагестан поставляет. Это вообще у них считается там любимым занятием. Пойти к наемникам в соседнюю республику. Ничто их не останавливает. Никаких выселений из домов Аухи, нашей чеченской земле, даже речи не идет, ну и так далее, и так далее. Так вот, мы даже их, никого-либо других, мы не выделяли в отдельную этническую группу. Хотя, вот как я говорю, у нас много что есть сказать по всем. Против нас воюет российская армия, русская армия. Они преследуют русские цели, величие русской империи и так далее. Другой вопрос, что и русские тоже объегорены, но их это устраивает. У них теплится надежда, что это великие русские воины, которые там защищают великую русскую землю от чеченцев, сейчас от украинцев. Ну почему всегда на нашей же земле они защищают свою русскую землю. Поэтому я бы не стал бы выводить отдельную группу вот этих, этническую группу чеченцев, кадыровцев и так далее, и так далее. Например, в Буче нам рассказывали, тот же Христо Грозев там
аккуратненько делал эти пробросы. Другие такие вроде бы а-ля уважаемые товарищи начали рассказывать, что чеченцы там, кадыровцы принимали участие так, и так далее, и так далее. Ну, выяснилось, что из 1513 человек, которые дислоцировались в Буче, только 2 чеченцев. Вот я как раз те военнослужащие, не кадыровцы, а именно военнослужащие российской армии. Чеченцы по национальности, ну, условно можно их называть кадыровцами, чтобы не пачкать доброе имя чеченцев. Но нам уже успели рассказать, что вот чеченцы. И везде нужно, и сейчас найдется кто-нибудь, который совершил эти кадыровцы, вот эти, перешедшие на сторону русских чеченоговорящих, они убивали нас. И если они убьют украинцев, я лично ничему не удивлюсь. Да, ну, конечно, зверство, убийство, пытки, изнасилование детей, как творили русские. Вот за этими пока их еще там не заметили. Дай бог не заметят. Но зверство, убийство, какие-нибудь такие тяжкие преступления, конечно же, они совершали и у нас, и если им скажут совершить, совершат и у вас. В этом я не сомневаюсь, если сейчас им нужно будет русской пропаганде найти каких-нибудь полезных идиотов, найдутся и такие же. Вот хотелось бы, чтобы как можно не смешивать нас в этом. Ну, появится сейчас какой-нибудь, и сейчас начнется. Вот, мы же говорили, кадыровцы. Ведь сейчас было на слуху даже Бутусов показывает. Дедушка, ну, 70 лет, там, может, старше, может, такого где-то возраста. Говорит, он сказал, мы русские. Я, типа, было видно, чечен-кадыровец, говорит. Ну, дедушка не может определить. Я могу иногда ошибаться там, в кавказской национальности. Не часто, но иногда могу даже ошибиться я, перепутать чеченцев. Но дедушка, который не общался с чеченцами так много, как я, мог ошибиться. Но все, вот, кадыровцы. А всего 2 их там оказалось, в этой Буче. Это дедушка из Бучи, который рассказывает. Но это же накладывается. И заметьте, только чеченцы оправдываются. Ни дагестанцы не оправдываются, ни русские не оправдываются, ни осетины не оправдываются. Наоборот, всякие разные говорят, что мы там, что, по-моему, осетины, по-моему, говорили, или ингуши, не помню сейчас точно. Там писали, что мы вперед кадыровцев туда приехали, типа, а нас не говорят. Эти дураки не понимают, что это такая пропаганда ведется, что кадыровцы это такой лейб, такое клише, которые будут пугать украинцев. Сейчас, правда, не получается, но сейчас это клише используется для того, чтобы отвести уже удар от русских. Потому что сейчас будут договариваться, Зеленские, там разные Путины, сядут там договариваться и скажут, ну, если бы не... такое впечатление, что если бы не чеченцы, вот эти кадыровцы, то русские с украинцами жили в мире, вообще были идеально, все было хорошо. Вот эти чеченцы еще с Голодомора, видимо, достали этих украинцев, не дают им житья и так далее. А есть хохлы, которые не хотят с русскими ругаться. Они всю эту Украину, свободную, вольную Украину, сожгут в огне, главное с русскими не поссориться бы. Мы же знаем, там, вот этот боксер ваш, Усик, там, другие, третьи, фактически это хохлы. Это глупо было не замечать, что отжали Крым, отжали Донецк, Луганск там, и так далее, и так далее. Это только сейчас только озарение к некоторым пришло. И такое впечатление, что да, реально, если бы чеченцы не мешали бы, то русские с украинцем нашли бы общий язык просто и так далее. А чеченцы такой же инструмент в руках, как и остальные. Так что не знаю, сколько погибло их там. Погибло очень много. Каждый день привозят трупы. Каждый день чеченцы, я слышу по разным источникам информации, что привозят трупы и хоронят. Ну, посмотрим. Ичкерия должна быть демократической цивилизованной страной. Да, Алмула, она такой будет. Так, Асан, что делать с манкуртами? Стоит их переубедить, если стоит их изгнать из своего народа, как гниль убирают из организма?
Секрет Трумпетер. Это очень сложный вопрос. Если бы была бы ситуация, что вот предательство произошло через год, как после оккупации, одно дело. И предательство произошло через 3 года после оккупации, но когда сопротивление еще есть. Но когда нет сопротивления, вообще нет никаких солдат на территории Чеченской Республики, защитников Чеченской Республики Ичкерия. Может, они есть где-то там в квартире, где-то сидят, как я сижу здесь в Гамбурге, да, он где-то сидит в Чечне. Но факт то, что никакой если деятельности нет, то его нету, считай. Да, эта работа если не ведется. Есть это очень сложный вопрос на самом деле. Мы должны будем кого-то лишать гражданства. Конечно, некоторых нужно будет лишить свободы. Кого-то лишить гражданства. Это очень сложный вопрос. И нам будут мешать. Уже сейчас закладываются мины под то, чтобы нам завтра мешать эту работу проводить. Называется люстрация. Эту люстрацию мы должны будем провести. Посмотрим. Так. А как Ичкерия будет демократической цивилизованной страной? С религией и с религиозными фанатиками это невозможно. Ну, высказывая так. Ну, значит, если невозможно с религиозными фанатиками, вроде тебя, то религия, кстати говоря, в Конституции и в немецкой Конституции по закону разрешена и она защищена. А фанатиков религиозных, вроде тебя, мы просто не пустим к себе. Асна, скажи, пожалуйста, вы принципиально в чат рулетки общаетесь только с мужчинами? Если нет, как можно пообщаться с вами в рулетке? Саха Крым. Нет, я общаюсь не принципиально. Кто попадется, в основном там мужчины бывают, поэтому с мужчинами. В чат рулетки я давно уже не заходил, не успеваю, просто очень много это убивает времени, потому что все пьяные, неадекватные и так далее, чтобы просто записать разговор, там нужно часа 2-3 потратить, чтобы найти одного человека, и потом, наверное, полчаса, час, 40 минут пообщаться с ним. Поэтому, а так, я не знаю, когда. И у нас бывают стримы, Zoom стримы, на этом канале, на канале Реалити. Вы можете просто по Zoom зайти и пообщаться в прямом эфире со мной или с кем угодно, кто будет принимать участие в нашем Zoom стриме, Zoom конференции. Осколе, все имперцы под песок ушли, теперь очередь Раша, все империи. Да, Алмула. Мисс Россия, скоро независимая республика Ичкерия. Мисс Россия. Это у тебя прикол с фотографией страшилки на аватарке. Да, дай бог, мисс Россия, скоро независимая республика Ичкерия. Она деоккупированная, скажем так, если быть точнее. Она временно оккупирована, а мы ее деоккупируем. Так, Сурков, так, чего случилось? Опять перемотал. Так. Ассаламу алейкум, братья и сестры, Робин, ва алейкум салам. Салам, шалом всем вам. Наконец-то я попал на стрим. Исаак Шмулевич, салам, шалом. Ассаламу алейкум, Аслан. Кузер ночи, дубош, шараваш лилош. Куин бонш, юцер селан. Гайски агент тубош, лилшбу и дуйти. Так, еще раз. Ассалам алейкум, ассалам. Кузера ночи, дубош, шараваш лилош. Куин бонш, ю. Цере селан хагайски агент тубош, лилшбу. Ва алейкум ассалам. Дуйти. Hoe doet hij? Sorayski agent Tuiborg, дуя. Sorayski агент Tuiborg. Sorayski агент Tuiborg, я клинический идиот он. И цаду. Ва алейкум ассалам, салам алейкум. Во-вторых, и обочина цакит, но дудавина бегар, райски агенту. Басавина бегар.
Цундела, но хадел деш, хер дуэль цхабубуш, доказательства, да? Дубовые доказательства. Хэнца мюхчхена. И вопрос обсудить, то есть хэнца открытук для диалога. А мы ас агенч бубошел, агенч юй, ищем цаях консуиц. Хаюль, кутмаш, شو غاس خشان تبوا بير شو ظلم دي شو الشتياق وإفيري دي استخلا يشتا تسيحان شو عاوز كرون برينس بوش تا نرويجي دا ليش ناش تناوس شو يتسوش إي ورسون تا خبر شوج نو تو ليلي نش هم شا إذا خاوين لا دخلي والله إذا ويتسروين عبيتش مش بتسرشوش عبيتش استرشوش بيتسر برقي عبيتش والناخ مش بو. Так что вот такие дела. Он духдик хани испаримый чел совотица агент. Хосвик хошвар, хасем дишо ду вохса гусо иза ожа боста. Он дуицера, но и цхаша, я сдукай хочу. Мегер дута. Адик ду. Так. Отписался от Цымбурка после выражения, цитирую, я никак не хочу обидеть чеченцев или ингушей, но мой друг ингуш сказал, что ингуши те же чеченцы, но только с высшим образованием. Да, после того, как Цымбалюк это сказал, я сказал, что Цымбалюк тот же русак, только хохол. Так. Салам, шалом всем вам. Наконец-то я попал на стрим. Зачем вы вообще нас обсуждать? Исаак, так, все соскучились по всем, так. Абудаулу Аслан, ассаламу алейкум. Что думаешь по высказыванию собутыльника Жавального Жданова? Он назвал Кадырова недобитым чеченским террористом. Ведь чеченцев так называли эти русские империалисты. Алейкум ассалам. Вообще Навальный, вот эта вся вот эта кодла, это ну, у меня вызывает... Я просто знаю, что это такое. Что такое русские фашисты, Навальный, Ждановый. Потом еще у них там есть бородатый этот, как его, Волков, там и так далее. Это мерзавцы и подонки, которые не являются никакими демократами. Проекты КГБ, ФСБ, которые на гранты Запада, вероятно, может быть, немецких каких-нибудь специальных служб, которые очень тесно координируют с русскими спецслужбами, пытаются нового Ельцина преподнести. Вот что я могу сказать. И все, как коммуницируют они, очень прекрасно видно, те же самые их действия. Ну, отлично все по ним видно. Я давно высказывался и по этим, но я по Жданову не высказывался. Ну, Жданов такой же ублюдок, как и Навальный. Если это он говорил, я просто не смотрел этих ублюдков, не смотрю. Если он не говорил про чеченских террористов, ну а что? Ну правильно он тогда говорит. Как они думают, так это и есть. Ведь Навальный легализовал оружие, призывал во время активной фазы геноцида чеченского народа, дипломированный националист Навальный призывал разрешить оружие, чтобы убивать нас, чеченцев, которые хотели жить вне фашистской России. Не на их территории, на своей территории, вне их. Это много уже объяснять. Тут далеко ходить не нужно. Я этих фашистов очень хорошо знаю. А заигрывание там с этими ублюдками, с ними заигрывают такие же. Есть один у нас ублюдок, такой же, как они. Вот он с ними заигрывает. А я давно их уже обозначил и раскусил. Вся Россия воевала против нас, лишь Ичкерия под оккупацией России, а остальные добровольно. Да, подразделение «Беркут» было частым гостем в Чечне. Они из Киева летали самолетом в Краснодар, дальше железно добирались. Точно так же и обратно. Видели их с братом неоднократно. Украинцы часто подразумевают всех кавказцев кадыровцами. Да, я тоже так думаю. Я поссорился со своей одноклассницей русской из-за войны. У нас были теплые отношения 30 лет, но она оказалась русской фашисткой. Добрый вечер, Аслан. Юрий Бригадиренко. Добрый вечер, Юрий. Витаю вас. Ассаламу алейкум. Приветствую, друзья. Аду алейкум салам. Аду машвой. Аду.
Ненавижу всех, кто поддерживает эту войну. Так, но. Кадыров уже президент РФ, а Путин в бункере спрятался. Выходит так. Братья, будьте осторожны в этой войне. Потом не сдавали СБУ, как вон тот раз. Осетины строго работают по жилым домам. Артеория. Украинцам сохранить сплоченность и не давать расколоть общество, как все. У нас в Украине все понимают, что россияне варвар. Отлично. Исаак, я был в шоке, когда я ей сказал, что в русско-чеченской войну погибло 42 тысячи детей, и ей было плевать. Так, Исаак, я со своим мужем поссорилась из-за войны, 2 недели почти не общались. Он старше меня, но не понимает до конца, что такое РФ и на что они способны. Я чуть больше знаю, что такое РФ, благодаря отцу. Сколько в Чечне завезено фейковых чеченцев, чеченоговорящих. Исаак смотришь, но вот, когда я сказал, что взорвал дома в Москве, в Волгодонске, она замолчала. Так, Аслан, можешь со звуком немного добавить? Да максимально у меня добавлен звук, друзья, я больше не могу добавить. Навальный терпеть не может кавказцев. Да и фашист он, обычный фашист. Расчеловечествовал Навальный терпеть не может кавказца. Нет приказа на деоккупацию Мариуполя, хотя добровольцев очень много это сделать. Это реально невозможно сделать. Или что-то не так с командирами. Михаил Мансур, этот вопрос не ко мне, я не знаю. Мир плюс звук норм, видимо у вас звук на телефоне плохо. Аслан, как ты думаешь нас Украина? Как ты думаешь, нас признает нас Украина? Шульдамаг, нас признают все. В этом цашику яхчунса. Абсолютно. Было бы хорошо, если Украина не ждала, пока нас признает мир, признает Америка. После того, как нас признает Америка, это единственная страна, первая страна, которая должна нас признать. После этого все в очередь побегут выстраиваться. И тогда, если честно, мне их и признание не нужно. После того, как Америка признает. Но хотелось бы, чтобы Украина, борющаяся свободно Украина, вот, например, вооруженные силы Украины нас признали таковыми. Они вот об этом пишут у себя, когда выкладывают информацию. Временно оккупирована Чеченская республика Ичкерия. Что мешает это сделать политическому руководству или журналистам, я не знаю, украинским. Я не знаю, может, они ждут чего-то, или это вот ненависть к нам внутренняя какая-то, которая на протяжении этих 30 лет им внушалась. Может быть это, не знаю. Ведь много хохлов среди украинцев есть. И мы это видим по Донецку, по Луганску и так далее. Ну ничего, признают, конечно. Русским надо почаще напоминать, что они не на славяне, их язык искусственно создан. Да? Аслан, как думаешь, смогут ли оккупированные народы жить счастливо и свободно без России? Секрет Румтель. Только счастливо и свободно могут жить без России. Только так они и будут жить. Если бы Украина нас признала, она себе бы плюс сейчас поставила. Конечно, конечно. Когда мы возродим Чирей, голос Чеченистан. Когда мы все будем прикладывать усилия, а не просто писать комментарии в интернете. У политического руководства изжога в одном месте признать. Да? Латентный хоббит. Украина за Ичкерию. Все свободные народы освободятся. Все парни на фронте вам признательны. Свободные народы, братья. Дуже дякую, украинцы. Мы вас любим, уважаем всех, кто борется за свободу. Не делают себе имя, пиар, а реально, которые искренние патриоты Украины. Они все наши братья. Мы все вас поддерживаем, любим, уважаем. И будем до конца с вами. Вместе победим, вместе переможем. Да, Аслан, появится ли чеченский Ататюрк? Ну, что ты вкладываешь в слово Ататюрк? Что ты имеешь в виду? Да, нам не помешал бы чеченский Ататюрк. Но что ты вкладываешь в это, скажи мне? Для Украины момент признать Ичкерию, это было бы для России нокаут. Для Украины момент признать Ичкерию, да, Асколя, абсолютно.
Латнет Рахмеду. Я из Чечни и не боюсь Корея. Голос Чеченистан. В смысле, не надо писать, откуда ты, что ты, зачем ты. Не боюсь. Это, глупо просто сказать. Я не боюсь и пострадать. Ну, если ты, конечно, не за Россию. Аслан, великий человек, который любит свой народ и поможет своему народу, сделает свою страну богатой и развитой. Да, такой Ататюрк нам нужен, конечно, любит свой народ и поможет своему народу, сделает свою страну богатой. Абсолютно. Секрет. Такой Ататюрк нам нужен. И именно это и сделал Ататюрк. Хотя ты не представляешь, в чеченском сегменте нам как представляли Ататюрка. Ты даже не представляешь, сколько помоев вылито на Ататюрка при помощи, что вот он секулярист. Я вот первый раз услышал это слово секулярист. Думал, что это такое секулярист. И пошел искать в словаре, что такое секулярист и так далее. Да, Ататюрк был великим человеком, который любил свой народ и сделал очень многое для своего народа. И я думаю, нам нужен такой человек. Когда человек боится, у него больше шансов на выживание. Но нету такого человека, который, я не боюсь Корея. Что такое Корея? Я не боюсь оккупации. Русских оккупантов он имеет в виду. Но в таком случае, если ты не боишься засветиться здесь в интернете, а мой канал под контролем находится, то ты или уже умерший, уже второй раз ты уже оживаешь и пытаешься идти на это, или же ты имеешь крышу, как имел Ингулбаевы. Помните, он сидит, рассказывает, что он в контактах была группа у него, он защищал чеченцев, на него распространялся иммунитет отца судьи. Он вот так это говорит. И на других он не распространяется, кто заходил к нему в ВКонтакте. И они пострадали. Страдали, наверное, я не знаю. Однозначно страдали, конечно. Украине жизнь всех превратилась в войну. Много уже в ВСУ или теробороне. Остальные ходят и думают, куда лучше в войска вступить. Сколько процентном отношении чеченоговорящих существ в Чечне? 3-5%. Чечения не стан, окончание стан обычного народа в Азии. Критик Шавади. Аслан, какое у нас в Ичкерии будет правление? Шариат или современное? Я еще раз однозначно, что такое современное и что такое шариат ты вкладываешь. Шариат – соблюдение закона. Я призываю всех соблюдать закон, то есть шариат. У нас есть государство, которое сформировал, заложил Джохар Дудаев со своими товарищами. Это Чеченская республика Ичкерия, демократическое правовое государство. Конституция принята в 1992 году. В соответствии с этой конституцией мы и будем жить. И любой, кто будет против, тот является врагом чеченского народа и чеченского государства. Умышленно или неумышленно. Вот что будет. И это в соответствии с шариатом. Мы не противоречим ни исламу, ни шариату. Наоборот, именно то, что говорит шариат, мы делаем. И сделал Джохар Дудаев. Просто у некоторых людей не хватает понимания, насколько важный шаг, ататюрковский шаг был сделан Джохаром Мусаевичем. Вот задавая вопрос, современная шариат, я понимаю, критик Шавади, ты не совсем понимаешь, о чем ты спрашиваешь. Ты задаешь этот вопрос, я тебе как могу на него отвечаю. Салам алейкум, как дела, как здоровье? Что Украина выиграет, наши чеченцы помогают украинцам. Что Украина выиграет, наши чеченцы помогают украинцам. Ва алейкум ассалам, Байсангор. Все хорошо, здоровье хорошо, я не поднял вопрос. Что Украина выиграет, наши чеченцы помогают, да, там есть чеченцы, которые воюют.
Эстела, в 1992 году возник конфликт между ингушами и осетинами, в котором участвовала армия, выведенная из ГДР, а осетины предоставили им базу. В конце концов, осетины за спиной советских солдат стреляли в ингушей. Да, именно так. Но ингуши, как сегодня, осетины, как сегодня кадыровцы, ингуши в Украине, были всего лишь инструментом. И ингушам рассказывали, что осетины, да, непосредственно творили зверство, и осетины тоже. И русские творили, и осетины. Но нам почему-то начали показывать только лишь осетин. Неправда, неправильно. Геноцид ингушей произошел по приказу России для того, чтобы втянуть Чечню в этот конфликт. Об этом говорил Руслан Аушев. Так, слава Украине. Дедусик, героям слава, приветствую тебя. Я адатист сейчас придумал. Адатист. Я адатист. Дудаев сказал, для чеченцев ночи только демократия. Да? Героям слава, мой брат в Украине. Народ Ичкерии показал нам, украинцам, что надо делать с оккупантами. Дудаев был прав. Супер. И у нас люди боятся, потому что сажают в тюрьму мирных жителей и делают с ним что хотят. Если что-то по телефону про политику скажешь или в соцсетях поделишься, видео к тебе придут. Извиняюсь. Ужас, конечно. Остан, не будет ли при таком правлении избиения палками? Не будет. Не будет избиениями палками. И отрубания рук и ног тоже не будет. Как вы думаете, почему кардовцы воюют на Украине? За деньги или потому что верят в путинское жизнь? Конечно, за деньги. Есть часть, которая воюет за деньги, а есть часть, которая идет это делать из страха, потому что им деваться некуда. Они в заложниках. Их семьи, они все в заложниках. Например, есть такой Апти Алаудинов, враг чеченского народа, один из главных врагов чеченского народа, наравне с Кадыровым. Вот это ублюдина против Кадырова. Кстати говоря, оно финансировало, финансировало вот этого блогера известного, которого сейчас всячески вот эти Ждановы, Навальные там рекламируют и пиарят. И сейчас украинцев он пробирается. И вот после того, как Кадыров каким-то образом узнал, что он против него, они там что-то про них друг против друга говорили, Кадыров их всех наказал, и финансирование этому блогеру тогда прекратилось, и он был в опале. Сейчас его отправили туда. И сейчас вот этот Апти Алаудинов, матерый убийца чеченского народа, сейчас он воюет, сражается. Я думаю, не очень охотно он это делает, потому что он не воин, он каратель, как и Кадыров Рамзан. Ну вот, в таком положении находится. Много таких есть. Асна, что будут делать русские, когда они потеряют империю, перестанут жить за счет других народов? То они изменятся или станут нехорошими людьми и нацистами, шовинистами, исламофобами? Секрет Трумпетер. Я не знаю, конечно, точно, что там будет. Но я знаю, что они не будут представлять угрозу для нас, для окружающих, и заживут, как сербы живут. Вот можно приблизительно по сербам их сравнить. И было бы хорошо, если бы они жили бы и не мешали бы ни нам, ни людям. Был бы им признателен, если честно. Так, в Чечне была демократия, была еще со времен набегов Чингисхана и Русни. В Чечне никогда не было монархов, исключение Тейп-Дишни, но монархия Дишни распространялась на Грузию. Да, я не слышал, чтобы у Дишни были эти, ну, были так были. На нас точно не распространялось никакие монархические там феодальные эти власти феодалов. Freedom Lover, Асна, что скажешь про любителей халифата, которые хотят после освобождения превратить ЧРИ в международную террористическую группировку?
ну, террористическая группировка международная, она будет миром уничтожена. Нету таких людей уже на самом деле. Да, вот есть некоторые вот эти люди, которые сейчас уже переобуваются. Вот блогеры, ну, вся информация, которая есть, это Ахмед Закаев, который тоже сейчас нас тянет усиленно к шариату вот в этом в толковании. Но это популизм использования. И есть вот это несколько блогеров, которые есть, которые сейчас общаются. Они сейчас тоже переобуваются. Они набрали себе пасту полезных идиотов, которые их слушают. И вот они этим сейчас они сейчас переобуваются все у них уже и Навальный нормальный, и третий, десятый и так далее. Поэтому не будет никакой террористической. Это все, кто выступает против конституционных основ чеченского государства, они совершают преступления. Соответственно, так и должно государство действовать, исходя из этого. Есть такой чел Ержан Туркунбай. У него также есть взгляды, как у тебя, только он заблуждается насчет Росоппозиции. Навальный, Ходорковский, Утков. Свяжись с ним, инициалы можно и так далее. Марат. Алейкум ассалам. Так, если Тудука видишь, что я на твоем месте, тогда я не доживу до чего-то. А ты знаешь, что Дзурдзукетия просим так. Русские фашисты совершают такие же преступления, как в Чечне, переводят стрелки на тиктоковских кадыровцев. И как ни странно, некоторая часть украинцев поддерживает эту фашистскую русскую пропаганду. Да, именно об этом я и пытаюсь все время говорить, чтобы люди понимали, что это все пропаганда, ложь. Просто есть среди украинцев, как среди чеченцев есть кадыровцы, так среди украинцев есть хохлы. Они их называют хохлами. Это такие обрусевшие манкурты, которые хотят жить с русскими. Хотят жить в составе России. Не Россию хотят в состав Украины включить, а Украину в состав России включить и сделать ее, как в советское время, младшим братом. А свободные украинцы не хотят быть младшим братом, хотят просто жить свободно у себя. Так вот, эти кадыры, вот эти хохлы, к кому я отношу Цимбалюка и некоторых других товарищей, они всячески пытаются нас как-то на нас все это перевалить, потому что завтра они не могут сказать, что вот наши русские, которых мы так любим, уважаем, они оказались такими мерзавцами, подонками. Они не могут это сказать. Потому что им нужно с ними договариваться. И вот они пытаются все это взвалить на чеченцев. А я против этого. И поэтому всячески пытаюсь доносить эту правду. Слава богу, сейчас украинцы перестали вообще чеченцами их называть. Но между собой они называют чеченцы. Говорят чеченцы. Но так хотя бы везде Кадыров. Потому что эта война, русско-украинская война, вот это последняя русско-украинская война, после которой взойдет солнце свободы со стороны Украины. И мы, чеченцы, приобретем свою свободу, и многие народы приобретут свободу, и преступники будут наказаны. Вот эта война, это историческая война. И в этой исторической войне будут указаны чеченцы, которые воевали за Мариуполь, которые, слава богу, сейчас не получилось, но пытались и сейчас попробуют еще сделать, были, которые в Буче устроили массовую резню, массовое убийство мирных граждан и так далее. И это останется в истории. Мы с вами, сегодняшние наши современники, мы все прекрасно понимаем, у нас нету с украинцами никаких проблем. Всегда найдем общий язык, они с нами, мы с ними, вообще никаких проблем. Но пройдет поколение, 25 лет пройдет, 50 лет, и появятся новые чеченцы и новые украинцы, которые будут друг друга в этом обвинять. И если Российская империя к тому времени еще будет существовать, эту формулу, этот нарратив они могут использовать и для стравливания наших двух народов. У нас никогда не было таких. Хотя раньше в царской России дикая дивизия, те же кадыровцы нынешние, которые уходили чеченцы, ингуши, там другие, третьи народы, они тоже воевали против казаков в Украине и были разбиты на голову там. Уже история уже раз была такая. Да? Но сейчас уже просто это такой эпизод был в той войне. А сейчас это такой главный такой
Главные вот кадыровцы, вот это такая главная сила, чуть ли 200 тысяч, и вот из этих 200 тысяч, ну 195 тысяч это вот кадыровцы, вот так представляется. И я хочу, чтобы этого не осталось даже в истории, потому что нас это запачкает, это запятнает нас. И чтобы вот русская пропаганда ничего не удалось. Мне да, очень прискорбно, мне очень досадно, что вот эти кадыровцы сюда поехали. Они над нами совершали это зло, убивали нас, пытали, унижали, оскорбляли. И можно в какой-то степени даже я может, привык даже к этому, да, что вот есть часть, да, во всех народах есть предатели, во всех есть хохлы свои. Но сейчас, когда это происходит по отношению к Украине, мне это очень болезненно, очень задевает меня это. Что вот даже больше, чем по отношению к нам они это творили. И я надеюсь, что это нам удастся вместе, одному, конечно, ничего не удастся, вместе нам удастся преодолеть эту ложь их. Так. Асан, вы слышали, что РФ оружие поставляет? А вы слышали, что РФ оружие в Ирак, если я не ошибаюсь, у них что, своего оружия не хватает? Не знаю. Богдан Гальченко, ответьте, пожалуйста, вы верите в победу Украины? Я абсолютно в этом уверен, Богдан. Я абсолютно в этом убежден. Нас завтра отправляют на мясо в Украину, говорит Друид. Друид, ты имеешь полное право не участвовать в этой преступной войне. Я тебе гарантирую, Друид, 100%, с первого дня войны я об этом делаю ролики, говорю, 100% вы проиграете эту войну. И тех, кто оказался в Украине, если он живым и даже не раненым останется, он будет преследоваться в соответствии с международным правом. Вас всех фиксируют. Ваши офицеры вас сдают, ваши фамилии, все и так далее. Поэтому у украинцев есть вся информация по этому поводу. Так. Они не хотят произносить слово чеченец. Так, у нас мужчины ушли из частей, когда началась война, ушли по домам, чтобы не участвовать в этом. Так, есть Чеченская республика Ичкерия. Вот абсолютно верно тебе говорит. То есть на мясо отправляют животных, но вы же не животные, всегда есть выбор. Абсолютно так. Аслан, рад вас видеть, наверное, в последний раз. Но хороший, друид, ты можешь остаться и не идти ни на какую войну. Зачем? С такими настроениями точно на войну нельзя идти. Ни за одну сторону, ни за правую, ни за левую. Не так однозначно в ингушско-осетинском конфликте. Был такой Костой, который эскалировал конфликт в этом, избежал. Шульдамаг, если был какой-то ингуш на то, чтобы эскалировал конфликт, это не значит, что в этом не была заинтересована Россия. Могут тоже, тот же Хасбулатов, тот же Заугаев и все остальные тоже эскалировали конфликт. Они упрашивали русских, потому что оставались не у власти, не у дел. И им нужно было эту власть вернуть. Поэтому не знаю, что ты говоришь про Костоева, я эту ситуацию не знаю. Но я говорю то, что вот из открытых источников, что говорил Джахар, что говорил Аушев. И я ожидал многого от Украины. Уже не ожидаю, желаю победы. Зайдет украинское солнце. Джахар, да. Иногда мне кажется, что русско-украинская плавно переходит в чечено-украинскую. Да, они пытаются ее сделать, представить такое чечено-украинское, кадырово-украинское и так далее. Но это бред, конечно, полный, и у них ничего не получится. Но они пытаются. Интересно, имелось ли в виду ядерная бомба под украинским солнцем? Нет, не имелось, наверное. Наверное, не знаю. Так. Ночью воюют за Украину, наши 2 батальона. Там уже больше, чем 2. Вечер добрый, Аслану и Масарна. Евгений, витаю тебя. Рад тебя видеть. Так, Россия это империя зла. Это подавление всех прав, попрание самого главного права на жизнь. Россия это мракобесие. Именно так. Never. Аслан,
Дикая дивизия была к моменту войны Украины с большевиками давно распущена. Этот эпизод придуман для фильма «Девять жизней Нестора Махно». То есть это старинный фейк. Ну хорошо. Чеченец не рассчитан на агрессора-оккупанта. Поэтому кадыровцев крошат как котят на бойне. Чеченцы рассчитан на оборону своих земель, не более того, дух отвага. Все, что происходит в Чечне, происходит под руководством России. Россия – это империя зла и должна уйти из Чечни и со всего Кавказа. Россия – это абсолютное зло. Все, что происходит так. Никто из цивилизованных стран не признает шариатскую Ичкерию. Не стройте иллюзий. У нас на дворе 21 век. Да. Все, что происходит в Чечне, так. Айдер, ты голос истины, говоришь все как есть. Ты зришь корень. А при чем здесь Айдер? Крупер. Так, Асан, как думаешь, 9 мая 22 года Зеленский будет праздновать День Победы Украины над Русской империей? Я думаю, до 9 не уложимся. Еще Путин не сделал, я об этом давно говорю. Сперва Путину нужны массовые жертвы, много жертв нужно, много крови нужно. Своих, чужих, неважно. Это будут теракты в Израиле, на Ближнем Востоке, в Америке. Вот сегодня в Нью-Йорке был теракт. В самой Украине террористический акт, в самой России террористические акты. Это то, что они могут. Тут в Европе, конечно же, тоже ожидается все это может быть сделано. Применение биологического оружия, химического оружия. И чтобы сказали, что нет, это не я, Путин скажет. Не, вы что, это не доказано. Где ваши доказательства? Вот так это должно быть. Сперва это. Потом зачистка. Потом они закрываются. Потом идет массовая зачистка всех противников этой войны. Всех вообще своих противников по подозрению там и так далее. И вот после этого они, по плану, по их плану, они будут вот так доживать свой срок. И дело не в одном Путине, чтобы понимали. Это все хотят ФСБшники, все руководство ФСБ этого хотят. Это новое дворянство. Беларусь, Украина и Россия, вот это славянский союз государств, которые во главе с великим царем Путиным будут править страной. Там. Вот такой у них план. Поэтому все еще большой крови мы как таковой еще пока не видели. Большой крови, значит, сотни тысяч убитыми, миллионы убитыми. Вот к этому он идет. Так, Шендерович, Ходорковский, Познер, Бабицкий и же с ними, и все эти так называемые русские либеральные СМИ, это все проекты ФСБ Кремля. Это все современные ФСБшные гапоны заблокировали и правильно. Так. Помни, чтим пана Джахара Дудаева. Кадыров, позор Ичкерии, как и наши коллаборанты в Москве. Слава Ичкерии, слава Украине, героям слава. Россия на протяжении 400 лет не дает построить демократическую республику. Да. Видел на одном ролике, украинская бабушка рассказывает, показывает у себя на лице узкие глаза и говорит, это были чеченцы-кадыровцы. Ну вот, пропаганда действует, особенно вот на взрослых, которые не во всем разбираются. Разницу между чеченцами и кадыровцами украинцы пока понимают, но пропагандисты умеют быстро внушить и зомбировать, и этим же занимается часть ангажированных украинских политиков и подручных блогеров. Да? Вы если обратили внимание, как Киселев, вот те же Навальнята, все пытаются все сказать, кадыровцы. Это большая работа ведется, друзья. Так. Чеченцам надо ориентироваться на Запад, так как русско-арабо-турецкие сказки чеченцам не помогут. Аслан, будут ли судить на Новом Нюрнберге русских либералов, имперцев, нацистов вроде Венедиктова, Муратова, Навального, Яшина? Секрет, Роберт, я не знаю. Нам бы вот этих военных преступников затянуть для начала.
Ичкерийцы первые добровольцы за Украину, потом потянулись добровольцы англичане и США, и последние добровольцы русский легион. Кстати говоря, вот этот русский легион New Horizons, у меня очень интересные эти люди. Они, если бы правильно их преподнести, я боюсь, они сейчас попадут в лапы вот этих русских либералов, так это далеко идущий такой, я не знаю, они говорить не умеют, ребята настроены правильно, если бы чуть-чуть их подправить, если бы не СБУ самое главное, а вооруженные силы Украины, если бы занялись бы этими ребятами, я думаю, было бы очень хорошо, так как пленили они их и так далее. Ведь есть у вооруженных сил Украины своя разведка, свои там, люди, которые правильно будут. Это очень такое перспективное направление, я вам скажу. Набрать вот людей, которые хотят демократию и свободу для России. Именно с оружием в руках выступать против Путина и других ублюдков. Единственное, там, как обычно, мое условие, безоговорочное признание Чеченской республики Ичкерия вот этим русским легионам, и тогда я их поддерживаю. А если нет, то, конечно же, они для меня то же самое, только в другой руке. Так, Азов, герой Украины, плюс Мариуполь, равно украинский Сталинград. Главное, что Зелинг не сдал, вот там нужна помощь, не дать шанса праздновать 9 мая. Киселев и другие журналисты РФ на заработки Украины, это действительно наша проблема. Так, любой демократ России покажет свое истинное лицо, если он ответит однозначно на один вопрос. Чечня не Россия, Россия не Чечня. Чечня является суверенным независимым государством. Выписан культ. Ассаламу алейкум, Массарга, всем доброго вечера. Ва алейкум ассалам. Бин Ладен нервно курит в сторонке, в отличие от Путлера. Аслан, не думаю, что чеченскому обществу было бы сейчас на пользу вести как Украина, отложить на время разногласия для достижения главного. Поспорить и подраться между собой можно и потом. Абсолютно с тобой согласен, Евгений. Единственное, я не согласен договариваться и общаться и на какие-либо компромиссы с подрусскими, агентурой подрусской. Вот я с ними не согласен. Остальные я для всех открыт. Просто, знаешь, у всех, видимо, рыльца в пушку, и все не знают, как найти ко мне подход, чтобы начать со мной диалог. Потому что я говорю правду, а у всех есть кто-то под-русский, кто-то там сдавал, кто-то предавал. Здесь просто уже война в большом масштабе уже произошла, геноцид мы прожили. Так я, конечно, я согласен, очень даже согласен. Отложитесь, призываю ко всем к этому. Ну, кроме подрусских. Подрусских и тех, кто этих подрусских пытается обелить. Дудаев создал комитет народов Кавказа. Это своего рода союз Кавказа в одном кулаке. По сути, Швейцария со своими кантонами. И за это Джохара убрали. Джохара убрали за то, что он хотел жить свободно от фашистской России. Не только Путина, но и Патрушева, кровопийца, детище Франкенштейна. Всем, кто поддерживает народ Украины, спасибо и респект. Сварог. Так, я за Украину. No, думаю, они едут чисто поубивать, даже и пропаганда с русским миром не при. Я про русский легион сильно сомневаюсь. Возможно, они засланные казачки. Ну, New Horizons, не знаю, не знаю. Война в Чечне на стороне Чери участвовало десяток онов из украинского народа, а солдат, офицеров армии РФ украинцев десятки тысяч. Но мы никогда не говорили, что Украина против нас воюет. И винили только РФ. Пурстоп это топ. Абсолютно с тобой согласен. Пурстоп это топ. Так, друзья. Мы уже час 15 в эфире. Еще час до окончания Рамадана, сегодняшнего поста. Так, я вам хотел, наверное, показать. Хотел показать этого Пьянковского с Цымбалюком. Да ну их, вы все видели без меня. Да ну, короче. Так, сейчас посмотрю, что у нас по Нью-Йорку.
Так, друзья, сейчас я. Сейчас. Обращается к женщине, говорит, будь добра. Так. Вообще надо говорить, будь добру. Будь добро. Я русский плохо Быть знаю. добру. Быть Быть добру. добру. Если обращается Так, это ладно. Так. Так. Нету что-то у меня тут никаких новостей хороших. Ни хороших, ни плохих что-то не видно. Ладно, что-то не могу я ничего найти. Почитаю-ка я ваши комментарии. В войне очищения на стороне. Так, это я уже читал. Тойзен так и читал. А сам вы видели, как эти орки скинули на вокзал Украины кассетные бомбы? Саха-Крым, ты имеешь в виду Краматорский, которая, да, это обычная, я об этом давно говорю, рассказываю, это обычная практика, это делается для деморализации украинского общества, для того, чтобы украинцы взмолились, взвыли к своему руководству, сказали, пожалуйста, хоть как договоритесь с русскими, пожалуйста, остановитесь, если бы не вы, и начинают уже свою армию ругать. Вот они вот до этого доводят. И это еще цветочки. Будет сотни тысяч жертв. Сотни тысяч. Путину отступить нельзя. Про Нью-Йорк это не теракт, это просто разборка. Ну, посмотрим, да. Странная разборка. В метро расстрелять людей, попробовать взорвать бомбу. Странная разборка. Как говорил Бжезинский, если Россия захочет вернуть Украину силу, то Афганистан и Чечня для нее покажутся прогулкой. Очень рад тебя слышать, Василиус Андреадис. Украина обязательно победит. Другой вариант невозможен. Только слепой кончен глупец может сомневаться. Слава очки, слава Украине, героям слава. Дуже дякую, героям слава. Спасибо.
Там на видео старушка обратно отдает пакет, а когда украинский солдат говорит «Слава Украине» и топчет ногами советский флаг. Читал, что около 22 тысяч мирного населения погибло в Мариуполе. Да, там очень много погибших на самом деле. Видели на ролике, на улице сидит один рядом с украинкой и нашли друг друга бомжи. Терем дальше дарит ойзан. Гинасуны. Ола, дальше отерши. Как сказал Арестович, идет заключительная фаза войны. 2 недели и Донбасс и Крым будут освобождены. Ну, я не думаю, секрет Трумпа, что 2 недели так решат, но будем надеяться. Ну, может, у Арестовича есть какая-то инсайдерская информация. С коллаборантами не может быть никаких компромиссов. Абсолютно. С врагом можно договориться. С предателем никогда. Бьё дегниш долж нах. Так. Аслан, привет из Киева. Сергей, Китай. Привет, Киев. Привет, Сергей. Аслан, сделай, пожалуйста, интервью с Полом Гоблом. Ветеран своего знает, наверное, много о судьбе России. Я как раз на днях думал, надо с ним поговорить по Полом. Ну, посмотрим. Я хотел с Дэвидом Саттером тоже поговорить, но и с Полом мы так с ним общаемся и периодически, но я хотел записать, но он, когда записывает интервью, он хочет говорить только на английском. Потом мне это нужно переводить, это накладно по времени и так очень накладывается. Ну и я вообще не интервьюер на самом деле, хотя потихоньку учусь этому. Я думал поговорить с этим Дэвидом Саттером, тоже очень умный мужик, очень просто. Так, друзья, ну давайте тогда, я тогда закончу на этом наш стрим сегодня. Я, кстати, загружу попозже стрим. Аслан, сделай с ними разговор. Ури, да, Мола, сделаю, брат, учи английский. Да, но учить-то его нужно, обязательно нужно, но нужно еще и потом это все переводить, озвучивать, накладывать звук, это целая заморочка бывает в этом. Все самому, все, и текст пиши, и вопросы пиши, и монтируй, и делай, и создавай, и все делай сам. Мегарду. Ждем информацию от ветеранов ЦРУ. Ну, жди. Так, на этом тогда наш стрим заканчивается. Спасибо вам всем, друзья. Я делал стрим в ТикТоке. Я его сегодня тоже загружу. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум. Слава Украине. И все будет Ичкерия. Давайте, друзья. До завтра. Ну, я не знаю, до завтра или нет. Просто иногда просто так разговаривать, сидеть нет смысла. Бывает какую-то информацию обсудить хочется. Сам тоже все время наблюдаю, все смотрю, все читаю, все фиксирую, сохраняю видео. Вас я тоже призываю это делать. Указывайте мне на какие моменты, которые вы видите, чтобы было бы интересно, где ведется пропаганда, где ускользнет от моего взгляда, от моего наблюдения. Всего самого хорошего, всего самого хорошего. Адикюр маш ойл, марнаш обалдуэль, даст достиль масайн дестенчель обалдуэль. Адикюр маш